Рахмон никому не собирается передавать власть. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете реакции кандидатов, наблюдателей и экспертов на итоги президентских выборов в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях Таджикистана на нашем канале. Рахмон, потому что он самый лучший президент. Группа международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ отметила высокий уровень организации выборов президента Таджикистана. Выборы прошли на высоком организационном уровне и в соответствии с требованием национального законодательства и мировыми стандартами в проведении такого рода мероприятий, заявил координатор группы наблюдателей СНГ Олег Мельниченко. А генеральный секретарь СНГ Дмитрий Кабицкий на пресс-конференции в Душанбе отметил, что впервые стал очевидцем того, что выборы начинаются рано утром с музыки и танцев, а в избирательных участках имеются даже комнаты матери и ребенка. Однако Национальный альянс Таджикистана, союз оппозиционных групп, находившийся за рубежом, назвал президентские выборы незаконными и призвал международные организации не признавать их результаты. Заключение, состоявшей из 7 наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пока не обнародовано. Посмотрите в ближайшей республике, что творится. Мир, благополучие для меня это основное. Таджикский политолог Парвиз Муладжанов считает, что итоги выборов как нельзя лучше отражают реальную ситуацию в стране. Думаю, что в ближайшие 7 лет Эмомали Рахмон сам будет управлять страной, и только потом в стране появится новый президент. В ближайшие 7 лет Рахмон никому не собирается передавать бразды правления, уверен политолог. Я надеюсь, что будут увеличены там зарплаты, и изначально, то есть, будет большой фокус на образование медиков. Эксперт Абдумалик Кадиров не сомневается в прозрачности президентских выборов, однако, по его словам, у Рахмона не было реальных соперников. «Я не сомневаюсь, что 4 других кандидата в президенты сами проголосовали за Эмомали Рахмона», — добавил он. С другой стороны, по словам Кадирова, он даже не мог подумать, что победителю припишут столько голосов, почти 91%. «Мне казалось, что события в Беларуси станут уроком для таджикских властей», — говорит эксперт. Абдумалик Кадиров также считает, что Эмомали Рахмон никому бразды правления передавать не будет. А какого мнения придерживаетесь вы? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Как вы считаете, как долго будет Рахмон при власти? А мы продолжаем. Тем временем соперники Эмомали Рахмона довольны итогами президентских выборов. По данным Центра избиркома, 4 кандидата в ходе голосования получили в общей сложности 330 тысяч голосов избирателей. Кстати, согласно Конституционному закону о выборах президента Республики Таджикистан, кандидатом на пост главы государства может быть зарегистрировано лицо, за выдвижение кандидатуры которого собрали подписи не менее 5%. Это около 260 тысяч избирателей. На вопрос, почему разница между собранными подписями и полученными голосами так велика, кандидаты в президенты так и не ответили. После выборов 1994 года выборов не было, это можно называть переназначением. Почему кандидаты получили намного меньше голосов, чем собранные ими подписи? Об этом надо спросить избирателей. Значит, так решил сам народ. Если народ так решил, нам остается лишь одобрить его выбор, заявил Абдухалим Гафарзода, кандидат от Социалистической партии Таджикистана. Кандидаты в президенты заявили, что нарушений в день выборов не заметили, однако некоторые жители сообщили о допущенных нарушениях. В том числе некоторые проголосовали не только за себя, но и за своих близких. Эмомали Рахмон побеждал на всех президентских выборах в Таджикистане с 1994 года. По закону в Таджикистане один и тот же человек не имеет права быть президентом больше 2 сроков. Однако в 2016 году в стране были приняты поправки в Конституцию, которые признали Эмомали Рахмона лидером нации и разрешили ему избираться неограниченное количество раз. В Таджикистане существует культ личности Эмомали Рахмона. Оппоненты критикуют его за непотизм. В апреле старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали стал председателем Верхней палаты парламента. Таким образом, 32-летний Эмомали стал вторым человеком в Таджикистане и в случае смерти, отставки или недееспособности президента будет руководить страной до следующих выборов сам Рустам Эмомали. С 2016 года глава государства Азода Рахмон возглавляет администрацию президента. Но поскольку у нас социологический опрос не проводится, и занимаются субъекты информационного пространства, подавляющим большинством, которые находятся под жестким контролем администрации президента, занимаются промыванием мозгов. Они манипулируют, опять-таки, гражданской войной. Вот, в принципе, как обстоят на 2020 год дела в Таджикистане. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.